Добраться до базы оленеводческого предприятия «Красный Октябрь» в тундре непросто. Впрочем, плавающий вездеход «Трекал», подаренный Северной епархии патриархом московским Кириллом, вполне оправдывает надежды и спокойно преодолевает даже водные преграды. Машина отечественного производства передвигается на больших колесах низкого давления, которые не наносят вреда флоре тундры. Именно благодаря спецтехнике стали возможны миссионерские поездки к оленеводам. Путь до фактории «Западная» занимает 10 часов. Господу помолимся. Господи, помилуй. В святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божьим, ходящих вонь, Господу помолимся. Епископ Иоанн совершил благодарственный молебен в честь Казанской иконы Божией Матери. Также владыка молился о начале всякого доброго дела перед мероприятием «Кораль», который ежегодно проводят оленеводческие хозяйства. И в это время подсчитывают, вакцинируют и забивают оленей. Также владыка совершил божественную литургию иерейским чином и прочитал проповедь. Характер службы – это благодарение Богу. То есть мы благодарим Бога за все Его добро, которое к нам Он совершил. За самую жизнь, которую нам даровал. Никто бы из нас на свет не появился без воли Божией. На первые в условиях тундры богослужения собрались чуть больше десятка человек. Все, кто в это время находился на базе. Остальные со стадами в тундре. Именно кочевой образ жизни становится большим препятствием для посещения православными оленеводами богослужений в храмах. Поэтому вопрос о кормлении северных коренных народов прямо в тундре стал для епископа Иоанна одной из важнейших задач. Первое – создавать условия для богослужений, как минимум такие, которые уже есть на некоторых базах. Максимально благоприятное впечатление и благодать получили участники богослужения. Получили они также подарочные Евангелия от владыки. Все остались очень довольны и впечатлены этим приездом, этим вниманием архиерея и, конечно же, с нетерпением ждут новых встреч. Конечно, был предоставлен благоустроенный вагончик, выделен святой угол, там был поставлен переносной престол, специально изготовленный для этих нужд. И на нем была служена божественная литургия. Сейчас у Воркутинской и Усинской епархии намечен годовой план богослужений в тундре. Изучены места и периоды более массового скопления оленеводов. И именно на этих территориях и в это время будут организовываться богослужения. Второй момент, что очень сильно может повлиять на развитие событий, то есть на то, чтобы больше как-то верующих людей оказалось среди оленеводов там на севере, это не только надо ориентироваться именно на ненцев, например, или на тех, которые там ханты есть у нас и коми, но те, которые, эти приуральская часть, да, а есть другая группа оленеводы, очень сильные бригады, очень большие хозяйства, это с центра Мутный материк, например, да, совхоз оленей, который несколько филиалов имеет, то есть это на Печоре, это уже люди, которые, корни, значит, это коми-ижемцы, да, из Ватас, которые ведут традиционный образ жизни уже иногда несколько столетий, то есть у них, как правило, часть семьи живет на месте, то есть оседлый образ жизни, часть семьи, как говорится, делегируется в бригадах, они идут на север, возвращаются. Что характерно, они все практически этнически православные. То есть, но из-за затухания церковной жизни, конечно, в советские годы частично это утратилось. Но теперь мы имеем возможность именно в местах их, скажем, оседлого такого образа жизни более непосредственно вести миссионерскую работу, и это, несомненно, повлияет и на тех, которые ходят на север уже. То есть уже с оленями, с чумами передвигаются. То есть в этом плане она сразу даст больше такой успех в этом направлении. Это нам понятно. Как утверждает владыка Иоанн, укрепление православной веры в арктической зоне – это еще и духовная безопасность наших заснеженных рубежей и прямое противодействие деятельности различных сект, которые уже активно завоевывают умы кочевников. Хотя мы имеем сейчас и вездеход, и еще там что-то, но такие же вездеходы имеют, допустим, представители неопятидесятников, харизматические секты некоторые, иногда вообще без юридической регистрации, которая действует, кстати, да, просто как некая религиозная община без юридической регистрации, просто верующие люди. Их бюджет иногда таков, нам приводили цифры конкретные, что на миссионерскую поездку, одну такую вылазку, скажем, в тундру, они иногда тратят 500 000 рублей. То есть нам это, как говорится, и не снилось. У нас это, в лучшем случае, годовой бюджет на эти цели, понимаете. А тут они на одну поездку иногда везут с собой тонны продуктов, одежды, предметов каких-то быта и так далее. То есть, понимаете, то, что нам пока не по плечу. У них поддержка с Запада. Возможно, скоро в условиях тундры будут появляться и свои священнослужители. Правда, этот вопрос пока сложный, говорит владыка. Воспитание кадров из коренных народов, молодых ребят, к сожалению, проблемно. Епархия взяла ориентир на зрелых представителей ненцев, хантов и коми.
у которых уже есть внутреннее движение к православию. Из них скорее можно найти кандидатов, которые смогут стать священнослужителями и позаботиться о воспитании молодежи. Константин Куратов, Владимир Кривцун, отец Кирилл, телеканал Юрган.